Здравствуйте. Добрый день. Сегодня понедельник, 12 февраля. Мы вас приветствуем. Светлана Звонарева. Влад Портнов. И сегодня во всем мире отмечается Международный Дарвинский день. Ну, как нетрудно догадаться, в честь ученого Чарльза Дарвина. Мы сегодня не будем рассказывать о том, что человек произошел от обезьяны. Это и так известно. Мы обещаем, все будет гораздо интереснее. Продолжайте нас смотреть. Мы начинаем. Цветочная мода. Запасаемся идеями в преддверии праздников. Готовим оригинальную картофельную запеканку. На здоровье. Чем опасен варикоз? Но начать мы бы хотели с другой темы – дорожной, актуальной. Ну, Влад, мы же обещали говорить только о хорошем. Хорошее в том, что наши корреспонденты выяснили, что делать, если ваша машина забуксовала в снегу. Добрый день, уважаемые автомобилисты! Сегодня мы с вами познакомимся с темой, как выбраться из трудной ситуации. Все мы попадаем в такие ситуации, когда вокруг много-много снега, и что делать с этим мы не знаем. Многие опытные автомобилисты, конечно, в курсе, все знакомы, но мы сейчас поговорим о том, как выбраться из ситуации тех, кто не умеет. Первый совет: мы освобождаем машину и от снега задней области, где находится выхлопная труба. Выхлопная труба, если она не освобождается, находится в снегу, газы, которые проникают в машину, они вредны. И для нас это пользы никакой не приносит. То есть освобождаем в первую очередь выхлопную трубу. Дальше мы берем лопатку, и лопатой немножко освобождаем колеса и машину вокруг машины все пространство. Освободили колеса, пробуем выезжать, двигаемся вперед, двигаемся назад. Если вы на механической коробке передач, то это можно раскачку сделать при помощи сцепления и газа вперед-назад. А если мы на автоматической коробке передач, мы включаем заднюю передачу и драйв. Дальше, если у нас не получается, что делаем? Можно несколько способов применить. Первый способ: достаем резиновый коврик из-под машины, подкладываем его и потихонечку пробуем. Самое главное — не делать резких движений, плавно нажимать на педаль газа, и я думаю, что этот способ может вам помочь выехать. Если не получается, есть и другие способы. Автолюбители многие советуют высыпать пачку соли, но этот совет я испробовала на себе, и он не действует, так как если температура меньше -5, тогда еще можно. Но если будет у вас 20 градусов мороза, то этот способ точно не поможет. В таком случае можем вылить незамерзайку. Незамерзающая жидкость растапливает вокруг пространства, снег тает, и тогда можно тоже попробовать выехать. Конечно, в городских условиях у нас не может быть бревен, как говорят, палки нарубите, дрова наложите, песок насыпьте. Была даже в практике такая ситуация, когда кошачий корм насыпали люди. Это тоже помогает, кстати. Эти небольшие советы мы давали для тех, кто застрял в дворовых территориях. Конечно, если мы находимся в снежном покрове, в огромном лесу, на поле, то самое лучшее средство не помогает ни лопата уже, ни замерзайка, ни резиновые коврики. И в дворовых территориях то же самое. Нужно обращаться к помощи других водителей. И делаем буксировку. Соответственно, у вас в машине должен быть трос обязательно. Всегда возите его с собой. У вас в машине в зимнее время должна быть лопата. Это необходимое устройство. Если нет лопаты, есть скребки. Освобождайте при помощи скребков хотя бы ту поверхность, чтобы колеса могли хотя бы немножко сцепиться с грунтом. В завершение, дорогие водители, желаю вам хороших, отличных дорог, без всех этих ситуаций, чтобы они нам в жизни не встречались. Но надеюсь, что все эти советы помогут вам хотя бы для вашего знания, для того, чтобы вы не практиковали их часто, и чтобы всегда у вас был зеленый свет. Всего вам доброго!
Ну а прямо сейчас в нашей студии гости. Это Адель Ахмедгареев, Илья Прокофьев и Руслан Юсупов, наши татарстанские поисковики, решившие воссоздать легендарный военный бомбардировщик П-2. Доброе утро, джентльмены, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, как возникла эта идея и кому она первому пришла в голову, скажем так? Ну, наверное, первому никому, а как бы группе лиц она пришла в голову. Вот. Но проблема в том, что в годы войны именно в Казани строились такие самолеты, и за годы войны было построено 11,5 тысяч штук. Из них 1000 штук было построено на Иркутском заводе, а вся остальная масса была построена именно здесь, в Казани. И на сегодняшний день вообще в нашей стране осталось всего 3 таких экземпляра самолета П-2. То есть 2 из них находятся в Монино, в музее авиации, и 1 в Свердловской области, в частном музее. А у нас здесь, в Татарстане, не в Казани, ни одного вообще экземпляра самолета, именно, который массово строился здесь, и который был самый массовый вообще самолет-бомбардировщик периода Великой Отечественной войны, к сожалению, у нас не существует. Поэтому идея такая родилась. Мы очень давно работали на местах падений самолетов, поднимали очень большое количество, устанавливали экипажи. Вот. Но вот собрались и решили о том, что ну ведь как так, вот у нас здесь, там, где этот самолет родился, наш родной. А с чего поиски начались? То есть вы знали какое-то место или это случайные находки какие-то? Или целенаправленно? Нет, дело в том, что мы целенаправленно занимаемся этим. Сначала работаем с архивами, потом с местным населением. То есть поисковые экспедиции проходят почти что во всех субъектах Российской Федерации, там, где проходил фронт. Ну, вот. Но именно вот этот самолет, с которого мы начали, это как раз вот Мурманская область, озеро Средневаинское, и как раз это благодаря нашим коллегам-поисковикам из Мурманска, которые... Да, мы знаем, что есть еще и документальный фильм, который вы снимаете. Да, это благодаря нашим коллегам. Есть возможность посмотреть отрывочек небольшой. Чтобы иметь представление. Значит, вот размер наиболее крупного обломка 6,6 метра. Это центроплан, да, возможно? Возможно, центроплан. Тоже большой объект, там, размером там, около 1,5 метров. Вот это у нас предположительный центроплан, размеры которого мы измеряли по 6 метров. Вот это, я не знаю, как бы, ну, условно, это объект примерно там 3-4 метра на 2-2,5 метра. Две стоечки стоят, высотой там 0,6 метра над грунтом они выступают, 0,7. А это вот что за часть? Что это? Двигатель. Мотор 105, который можно сказать, одна из самых главных частей, да, сердце машины. Одно из сердец, у него было 2 мотора таких. Вот, в 2018 году мы продолжим работу на этом месте. Но важно еще отметить, да, для обывателя, что мы не просто восстанавливаем самолет по каким-то рисункам, да, а мы собираем детали, собираем детали по всей стране, по всей линии фронта, и из этих деталей должен получиться в итоге цельный самолет. Будет восстановлен именно почти что в один, то есть 100% копия, и максимальное большое использование именно как раз оригинальных деталей. Ну, естественно, вы какие-то дополните там уже. Конечно, те, которые невозможно восстановить, конечно, будут восстановлены заново. И самое главное, это личности, это жизни людей, героев. Удается ли восстанавливать личности пилотов? Почти в каждом случае мы в первую очередь, конечно, занимаемся установлением имен экипажей, кто погиб на этих самолетах. Ну, как в самолетах, то, что мы собираем, ведь есть и вынужденные посадки, где экипажи остались живы, но тем не менее мы собираем и историю об этих людях, потому что это тоже самое важное в нашей поисковой работе, это установить личности. Установить личности, кто управлял этими самолетами. И вот уже собранный самолет, это не просто как памятник какой-то будет, это будет как раз, его будет окружать вот эта вся история всех экипажей, всех людей, кто на нем, кто начинал его строить у нас здесь в Казани, Петляков, как рождалась идея. И каждый экипаж, каждый полк, кто здесь в Казани получал самолет. И мы обязательно продолжим говорить на эту очень интересную, необычную тему после небольшой рекламы.
Продолжаем говорить с гостями на очень интересную тему. Адель Ахметгареев, Илья Прокофьев, Руслан Юсупов. Наши поисковики, которые восстанавливают легендарный бомбардировщик П-2. Восстанавливают в прямом смысле, находят детали. Мы видели кадры из фильма, где вы на большой глубине. Да, это очень сложный процесс. Вообще, как это проходило? Какие есть сложности? Где вы находитесь? Тонкости, может быть, да. Двигатель, который вы видели, он находился на глубине ориентировочно 26 метров. Чтобы было понятно, это высота где-то 9-этажного дома. А как вы обнаружили на такой глубине? Видели по эхолоту. То есть... Да, то есть там эхолотом обнаружили более-менее по месту, можно было определить какие-то детали. Вот, и уже непосредственно потом в полнейшей темноте поработали на глубине. А почему в полнейшей темноте? То есть там темно? Да, вот как раз там продумывали перед выездом, Руслан, да, собрать свет, да, чтобы под водой можно было снимать. И съемки, вы под водой снимали еще? Да, ну плюс работали, поднимали, крепили груз, осуществляли съемки. Вот, и фильм, в принципе, у нас будет там закрытый примерный показ 25 числа. Сюжет, в принципе, да, как называется фильм? Это документальный или художественный? И о чем он? Вопрос фильм называется «Крылья Победы. Оборона Заполярья». И сюжет говорит о том, о поисковых отрядах из Казани, которые достают потонувший бомбардировщик П-2 из глубин заполярных вод. И, ну, вот, в принципе, рассказывает о всех сложностях, работы. Этой работы, да. Хочу добавить о том, что именно как раз основные работы подводные проводили как раз водолажи нашего казанского подводного клуба «Бентос». Это уникальные ребята, которые, вот, можно сказать, семья Галимовых, да, которые вот вместе, отец и сын, они постоянно попускались на эту глубину вместе с ребятами, которые снимали. Из-за пробок не смогли подъехать. Ага. Это на самом деле, это привет им передайте от нас. Да, и последний вопрос. Все-таки когда и где мы сможем увидеть вот непосредственно уже оригинал, скажем так, 25 февраля. В готовом виде. 13. Нет, я имею в виду самолет. Самолет. Да, самолет. Когда он соберется до конца? Самолет сложно сказать, когда соберется. Почему? Потому что работа ведется постоянно. Вот, например, только недавно мы вернулись из Новгородской, Псковской и Брянской областей, где также с нашими коллегами-поисковиками поднимали из болота фрагменты самолета Псковской области. Нам ребята подарили часть фрагмента хвоста, то, что еще в 2009 году найдено. Брянские поисковики, например, узнав о нашем проекте, нам еще один двигатель подарили, стойку шасси подарили. Вот мне огромное спасибо всем, кто нам помогает. То есть вся Россия участвует? Всем нашим поисковикам, всем нашим коллегам, кто с нами работает в Мурманской экспедиции, ребятам, вот, кто снимает этот фильм. И самое главное, будет продолжение фильма ведь? Ну да, естественно. Мы будем рассказывать о сложностях этих задач вообще, в принципе. Реставрации самолета. Ну, то есть планируется серия фильмов, не один фильм. Ну что ж, мы желаем вам удачи. Удачи, конечно же, и в поисках. Потому что это нужно для всех. Спасибо. Ну и фильм тоже будет интересно глянуть, конечно же, как отчет небольшой. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, ну а мы пока поговорим на чуть менее серьезную тему. Ну, тоже любопытно для кого-то. Узнаем, что сулят нам звезды. Итак, овны, не исключено, что вы вяжетесь в интригу. Если ваша честная и прямая натура запрещает вам даже намек на это, просто станьте немного более сдержанными и скрытными. Не открывайте доверчиво своих мыслей первому встречному. Телец, пользуйтесь не только своим, но и чужим опытом, например, подсказками родственников, намеками друзей. Небольшой экспромт подействует на вас освежающе. Близнецы. Попытка добиться цели при помощи расчета может кончиться неудачей. Вам следует иногда прислушиваться к подсказке своего внутреннего голоса. Раки – прекрасный день для работы с элементами творчества, а также для расширения кругозора и духовного самосовершенствования. Раки, чья деятельность так или иначе связана с одним из названных направлений, будут чувствовать глубокую удовлетворенность собой и жизнью. Львы, в этот день вами явно или тайно управляют эмоции. Не пытайтесь сосредоточиться на выбранной теме. Вы быстро заметите, что думаете о постороннем. Дева, понедельник не лучший день для переговоров, консультирования, выяснения отношений. Не рекомендуются деловые операции, потому что есть риск ненамеренного обмана, рассеянности и путаницы, или еще даже опозданий. Ну что ж, а мы продолжаем. И сейчас в нашей программе постоянная рубрика о здоровье, что очень важно. Взгляните на ваши ноги. Заметили синеватые сеточки и мелкие звездочки? Срочно к врачу. Возможно, у вас варикоз. Это расширение вен нижних конечностей. Мировая статистика показывает, что порядка 60% женщин и 40% мужчин страдают им. Усталость в ногах – это болевые ощущения, это приходящие, периодически появляющаяся проходящая отечность
на нижних конечностях. Все это, в общем-то, должно уже приводить к какому-то такому ощущению возникновения неприятностей, и обратиться нужно уже, естественно, к врачу. Причинами болезни являются наследственность, стоячая или сидячая работа, тяжелые физические нагрузки и избыточный вес. Еще один фактор – беременность. Вена, она тонкостенная и эластичная. И при создании избыточного давления, которое возникает в силу повышенной нагрузки, происходит расширение самого диаметра вот этого сосуда, что, в общем-то, приводит к несостоятельности клапанного аппарата и, соответственно, сбросу крови в ниже лежащие отделы. Откуда, собственно, должна она оттекать? Она туда, наоборот, забрасывается. По мере развития болезни вены становятся плотнее, выделяются на фоне кожи и приобретают темно-красный с синим оттенком цвет. Самое серьезное осложнение болезни – тромбофлебит поверхностных вен, и он может привести к тромболии легочной артерии. Необходимо при первых же симптомах обратиться к специалистам, чтобы избежать хирургического вмешательства. Но лучше не доводить варикоз до стадии хронической болезни. Профилактика проста – не перегружаться, делать перерывы в работе и стараться делать гимнастику для ног. Вот несколько упражнений. Упражнение 1. Поднимаем ножки, носочки тянем, удерживаем. Брюшной пресс как раз держится, хорошо. Дыхание произвольное, не задерживать дыхание. Опускаем. 10-15 движений таким образом поднимаем, хорошо. По одной ноге можно, правой ногой вверх. Вторую ножку поднимаем, тянем носочек, упрямляем, носочек тянем, хорошо. Упражнение 2. Поднимаем одну ногу, согнутую в колене. То же самое эту ножку вытягиваем, удерживаем ее. Дыхание произвольное, дыхание не запирать, дышим свободно, спокойно, хорошо. Упражнение 3. Поднимаем согнутые в коленях ноги вверх. И выпрямляем ножки, и выпрямляем их. Раз. Хорошо. Вверх, ага. И опускаем. Хорошо. Упражнение 4. Всем известный велосипед. Носочки тянуть вот так, вот так, вот. Движения такие. Упражнение 5. Поднимаем ножки и делаем круговые движения стопами. По часовой стрелке. Движение вот так вот делать ножками, вот так вот, вот так вот. Потом в другую сторону, вот так вот. Такая гимнастика не только предотвратит варикоз, но и улучшит общее состояние вашего здоровья. Ну, от темы здоровья мы сейчас лучше перейдем... предотвратить, чем лечить. Да, от темы здоровья мы сейчас перейдем к нашей кулинарной рубрике. Она называется «Приятного аппетита». Светлана, я задумался вот над вопросом. Кушать тоже нужно правильно. Картофельная запеканка. Полезно ли это? Ты знаешь, я не знаю, насколько полезно или нет, но то, что вкусно, это точно. Давай сейчас в этом убедимся. Давайте посмотрим. Для приготовления картофельной запеканки вам понадобится 10 штук картофеля, 4 яйца, 180 мл молока, 100 граммов сыра, сливки 20 мл, сыр рикотта 180 граммов, мука 1 чайная ложка, оливковое масло 20 граммов, зелень, приправы и соль по вкусу. Картофель очистить и нарезать кружочками. Во взболтанные яйца добавить рикотту, молоко, сливки, муку, приправы и соль. Перемешать. Добавить картофель в смесь и осторожно взболтать. Выложить в формы. Посыпать сыром. Выпекать в духовке 45 минут. Украсить зеленью. Приятного аппетита!
Ням-ням. Вкусно. Спасибо. Спасибо за идею. Посмотрели. В интернете новый тренд. Все больше популярности набирают ролики, в которых куски мыла медленно нарезают на тонкие ломтики. Поклонники уверяют, просмотр их завораживает, гипнотизирует и помогает успокоиться. Объяснение этому факту нашли ученые. Все из-за автономной сенсорной меридиональной реакции, то есть приятного ощущения, от которого по коже бегут мурашки. Такое видео может сопровождаться звуками, например, свистящим шепотом, шуршанием, шелестом. Я вот сейчас вспомнил упаковку, которую можно лопать. Пузырики такие. Ну а сейчас мы послушаем, как шуршит упаковка для цветов. Заодно и полезные советы узнаем. Накануне Дня всех влюбленных мы расскажем вам о тенденциях в цветочной моде. Да, есть и такая. Итак, в этом сезоне букеты составляются, следуя одному главному принципу – оригинальность во всем, и в идее, и в воплощении. С каждым годом тенденции в букетах меняются. Например, экзотика. Это ранункулусы, амарилисы, ранункулусы в темных тонах, пионовидные тюльпаны. Снова в моде искусственные цветы. Их еще называют ботаническими копьями, сделанные из натурального шелка, пергамента и софта. Они будут радовать вас очень долго. Также в тренде цветочные корзинки с сюрпризом, маленькой баночкой меда, орешками, духами. Разнообразные композиции из цветов создадут неповторимую атмосферу уюта и комфорта в вашем интерьере, придадут жизнерадостности и легкости даже в пасмурное время года. Настроение людей очень часто зависит от окружающей обстановки, поэтому так важно создать дома, на работе или в офисе комфортное ощущение. Этой зимой в России в моде букеты в красных и синих тонах, а самый модный цвет в мире флористики в течение всего года – розовый. А сейчас афиша программы ТНВ. Да, вам будет из чего выбрать. Она потеряла сына, но уверена, мальчик жив. Мой отец завещал все, что имел, своему внуку. Он не мог ошибиться, понимаешь, не мог. Может, Костя все-таки жив? Жень, ты понимаешь, что нет никакого Кости? Кости нет! Ты больна! И уверенность ее растет ото сна ко сну. Мы тебя очень любим, слышишь? И ждем дома. Не надо за меня волноваться, пожалуйста. Я найду его и приеду, слышишь? Да, все будет хорошо, мамочка. Что случилось с ним на самом деле и сможет ли она его найти? «Сон как жизнь» сегодня в 9:00. В каждой программе Фарида Габитова рассказывает вам о том, как сохранить здоровье и хорошее настроение. В этом выпуске вы узнаете, какую воду пить, чтобы сохранить здоровье и красоту. Подробности сегодня в 14:45. Помни, Шлоссер – это сверхзадача. Попытаться сблизиться? Да. Шлоссер был против войны с нами. Вот попробуй сыграть на этом. Я боюсь, Виктор Иванович, этого будет мало. Евгений Евстигнеев, Олег Даль, Ирина Печерникова в фильме о подвиге и подлости. Шпионские тайны, дерзкие покушения, таинственные незнакомцы – все это смешается в запутанный детективный клубок, распутать который предстоит зрителям. А развязка этой истории поражает, даже если вы видели этот фильм не раз. Вариант «Омега». Смотрите сегодня вечером на ТНВ. И снова здравствуйте. Ну что ж, где встречаем это утро мы? Вы видите. Осталось только узнать, где встречает это утро Даниил Кинжаев. Да, и Даниил нам сейчас про погоду расскажет. И не только. Даниил, привет, ты нас слышишь? Даниил, привет. Ребят, всем здравствуйте, доброе утро. Я продолжаю вам рассказывать о народных приметах. И сегодня, 12 февраля, день Василия Святителя. В старину считалось, что именно на Василия 12 февраля в лесу проводятся так называемые свадьбы животных. В этот день людям запрещено было ходить в лес, чтобы не напугать животных и не напугаться самим. Дядя Миша напугал меня. Не пугай. Мне лишь остается вам напомнить о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха составит минус 11, минус 13 градусов. Будет переменная облачность, и солнышко будет вас радовать время от времени. У меня на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. Пока-пока.
Пока-пока, спасибо. Спасибо, Ньюр. Заметила, что у него пар изо рта не шел. Это странно. Друзья, все интересные интервью, сюжеты и интересные идеи вы можете найти в наших повторах на сайте tnv.ru. Добро пожаловать. Ну, а пока вас ждет небольшой блок рекламной информации. Дальше вы узнаете, что тигр делает в китайской гимнастике ушу. А также, что думают дети о друзьях. Посмотрим после рекламы. Здравствуйте, и мы снова с вами продолжаем делиться интересной информацией. Кардиологи и специалисты по спортивной медицине из Орегонского университета США выяснили, что использование фитнес-браслета не увеличивает двигательную активность, если человек не имеет цели и желания заниматься спортом. Все эти акселерометры, пульсометры, синхронизированные с приложением на мобильном телефоне, никак не сподвигают своего владельца к походу в зал или к выходу на пробежку. Так что не надейтесь на высокие технологии, а просто вставайте с дивана. Ну, у нас как раз разминка, присоединяйтесь. Доброе утро! Доброе утро! Чем мы сегодня займемся, Алмаз? Сегодня мы прокачаем позицию тигра. Я готова, начинаем. Эта позиция у нас на ноги, поэтому нам нужно разогреть ноги. Слегка похлопаем. Потерли. Начинаем? Начинаем. Правую ножку вперед, ручки на коленку. Прокачиваемся вверх-вниз. Раз, два, три, четыре. Поменяли ногу. Прокачиваем. Раз, два, три, четыре. Снова поменяли ногу. Руки опускаем на пол. Прокачиваемся ниже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опускаемся на локти. 1, 2, 3, 4. Скручиваемся и бедро опускаем на пол. 1, 2, 3, 4. Супер. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго. Будьте здоровы. Ну что ж, совсем скоро в нашей студии очередной гость. Ну а сейчас наши юные эксперты рассуждают о том, без чего не может обойтись ни одно детство. Заинтригованы? Смотрите. Самый лучший друг кто это? Мой любимый друг это бегемот. Только вы не подумайте, что это настоящий бегемот. Это мой кот. Я с ним люблю играть. Я с ним играю вот так. Я переворачиваю его сбоку на бок, а он царапается, но не больно. Он так играет. Все думают, что он большой кот, а на самом деле он просто большой котенок. Привет, бегемот. Моя лучшая подруга это Аделя. Мы друг к другу в гости ходим. Мы никогда не ссоримся, а делимся игрушками. Когда мы подрастем, мы накрасимся, оденемся и пойдем в кинотеатр, а потом после кинотеатра в аквапарк. Мой лучший друг это мистер Капуста. Мне его Алина подарила на день рождения. Она моя сестра. Он живет у бабушки дома. И он сидит на кресле. А когда я прихожу, он отстегивается и бежит ко мне обниматься. А когда ночь, я люблю с ним спать, он потому что мягкий, как подушка. Мой лучший друг – это собака Кай. Когда я приезжаю в деревню, он обрадуется меня и облизывает, как сосиску. Мы с ним играем в догонялки и в пулялки. Но теперь я увижу него только летом. Скорее бы лето.
Еще раз доброе утро. Зима не повод сидеть дома. Убедимся в этом с нашим очередным гостем, генеральным директором пригородной пассажирской компании «Содружество» Азатом Ахметшиным. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Азат Ильгизович, мы знаем то, что сейчас пригородные перевозки организованы на достаточно высоком уровне. Это касается и передвижного состава, безопасности, ну и даже вот покупки билета. Вот давайте о каждом из этих пунктов поговорим подробнее. Что изменилось? Совершенно верно. Действительно, у нас подвижной состав, он обновился. Это достаточно комфортные электропоезда, новые, современные, в которых имеется система климат-контроля. Много других новшеств, в частности, и по приобретению билетов. Билеты сегодня можно приобрести не только в пригородных кассах и билетопечатающих автоматах, которые находятся на вокзалах, но еще и с использованием современных гаджетов, то есть в мобильном приложении. Оно называется «Пригород». Но, кстати, пользуются им? Есть какая-то статистика? Да, статистика есть. Данное приложение у нас работает второй год. Сегодня ежесуточно оформляют билеты порядка 500-600 человек в этом мобильном приложении. Но я бы хотел на нем остановиться, в частности, в том, что там не только можно купить билет, там можно посмотреть всегда актуальное расписание. Зачастую бывают, проводятся ремонтные работы, изменяется расписание пригородного поезда. А пассажир в пригородном сообщении, это, как правило, бегущий пассажир, который прибегает за 5 минут до отправления поезда, не обращая внимания ни на расписание, ни на объявление, и зачастую, бывает, опаздывает. В данном мобильном приложении расписание всегда актуально, можно его посмотреть в глубину до 10 суток, то есть все изменения там, они есть. Можно приобрести билет. Билет будет непосредственно в данном мобильном приложении. И он предъявляется при осуществлении контроля в поезде, а также при проходе через турникетные комплексы. Достаточно приложить. То есть тоже по телефоне? Прикладывается телефон, штрих-код, и можно пройти через турникет. 500-600 человек, это хорошо. Нет, это вот в какой промежуток? Это в сутки? Это в сутки. Жизнь 500-600 человек улучшилась. Будем надеяться, что будет расширяться, да, эта тенденция? Да, и хотелось бы еще сказать, мы продвигаемся в этом направлении, и рассматривался вопрос предоставления скидок. Мы апробировали данную систему скидок с помощью приложения. Достаточно существенная скидка, это 20%. Она отработана на участке Казань-Аэропорт и Казань-Канав. И с 1 марта будет работать данная возможность на всем полигоне обслуживания. Очень заманчиво. Другой разговор. В цифрах все становится понятнее. Мы знаем, что есть еще и туристические направления. Давайте об этом тоже поговорим. Потому что не только какими-то бытовыми насущными делами мы заняты, да, но еще и путешествиями внутри республики. Да. Как здесь дела обстоят? Совершенно верно. Маршруты пригородных поездов, они всегда проходят за окном электропоезда, и мы зачастую не обращаем внимания на те красоты, на те исторические места, мимо которых мы проезжаем. Поэтому в 2017 году мы совместно с администрацией Арского района оборудовали тематический вагон с фотографиями достопримечательностей этого района. Обратили внимание на очень значимый для Республики Татарстан музейный комплекс в деревне Крылай, родина Габдуллы Тукая. И в взаимодействии с администрацией Арского района, с администрацией музейного комплекса и местным автотранспортным предприятием мы организовали туристический маршрут, где можно утром на электропоезде 8 часов 15 минут организованно доехать до станции Арск, где встречает группу автобус. Он довозит до музейного комплекса, там экскурсия, питание, все организовано. И вечером в 17:33 вернуться в столицу республики. Да, но будем надеяться, что ваш туристический маршрут будет расширяться только со временем. Да, и какие-то еще планы, потому что у нас 2018 год, чемпионат мира, будет много туристов. Какие-то еще есть идеи туристические? Да, есть идеи, мы их рассматриваем. Мы сегодня достаточно плотно работаем вместе с Министерством культуры и туризма Республики Татарстан, с администрацией Свеевского музейного комплекса Островград-Свеевск и Зеленодольской администрацией по открытию такого же маршрута до станции Свеевск, далее автобусом до Островоград-Свеевск и, соответственно, экскурсионный. Вот, тематический вагон, да, вы упомянули, посвященный
Тукаева, да, я правильно понял? Тематический вагон достопримечательностям Арского района. Я задумался над вопросом, не испортили ли вагон, не изрисовали ли? Он нормально, он в целости и сохранности? Он в целости и сохранности, там очень красиво, там есть фотографии, там есть описание каждого туристического направления. Ну, это здорово, хорошо. Главное, чтобы все это время с пользой проходит, понимаешь, не просто так, а вот время провели с пользой. Надеемся. Даже в электричке. Надеемся. Ну, еще есть одно определение, мультимодальные туристические маршруты. Да, что это такое? Что это такое? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Я бы несколько расширил. Это не просто мультимодальные туристические маршруты. Речь сегодня идет о развитии в целом мультимодальных маршрутов. То есть это выбор направления маршрута следования пассажирам с использованием нескольких видов транспорта. Сегодня мы также достаточно плотно взаимодействуем с автотранспортными предприятиями в районах. Мы согласовали расписание прибытия и отправления поездов с расписанием движения автобусов, которые находятся... Того населенного пункта. И сегодня можно доехать на электропоезде, например, до станции Кукмар, пересесть в автобусы и проехать в любой населенный пункт Кукмарского района. Аналогично по Вятским полянам, по Арску и по другим субъектам, где мы сегодня работаем. И в этом направлении мы продолжаем работать. Дальше, конечно, это рассмотрение вопросов о работе в одно окно, приобретение одного билета, который будет распространяться на все виды транспорта по участку следования. Это важно, очень удобно. Это важно, удобно. И самое главное, что мы от этого никуда не уйдем, потому что все большие города, все мегаполисы... Да и не будем уходить, мы будем туда идти, к этому. Да, конечно. Мы будем двигаться в этом направлении, потому что оно перспективное, и так должно быть. Мы должны быть все ближе друг к другу. Из любой точки должны добраться просто и быстро. Желаем успеха, что сказать. Все только это на благо. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Ну а сейчас мы поговорим о мероприятиях, на которые не нужно ехать на нескольких транспортах, скорее всего, на одном. Традиционная афиша событий, с которыми нас познакомит Камила Хакимуллина. Да. Смотрим. Всем привет! Сегодня 12 февраля, и с вами Камила Хакимуллина. Начинаем новую неделю с интересных и увлекательных событий. Внимание к сюжетам! Всенародно любимая комедия и всенародно любимые актеры в спектакле «Любовь и голуби». Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении 3 поколений актеров российского театра и кино, от легендарных, любимых с детства, до новых, ярких восходящих звезд. Юбилейный концерт композитора Зинура Сафиуллина. 55 лет. В концерте примут участие Айдар Галимов, Ильсав, Альфина Азгамова и другие. Не пропустите эти великолепные события. Но это еще не все. Советую посетить еще одно интересное мероприятие. Смотрим. Фортепианный концерт «Музыка народов мира». Фортепиано – любимый инструмент многих. Для него писали великие композиторы, и сегодня в него влюблены многочисленные музыканты и слушатели. Для всех любителей клавирного искусства выступят преподаватели Казанской консерватории. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи! Да, но чтобы вы не потерялись сегодняшним днем, поможем вам, опять же, мы. Да. Мы вам расскажем вторую половину гороскопа. Весы, мы на них остановились. Относитесь бережнее к своему здоровью и не требуйте от себя немыслимых подвигов. Сомнения и колебания этих суток способны лишить равновесия эмоционального даже самых устойчивых и уверенных в себе весов. Уверенные в себе весы, ты видел таких? Я не очень разбираюсь. Это же весы. Но я поверю тебе. Они всегда сомневаются. Скорпион, если есть возможность, отдохните от рутины, возьмите выходной и проведите его с любимым человеком, детьми, ну или же в одиночестве, как вариант. Вы также можете целиком погрузиться в творческую работу, особенно если она требует завершения. Любая работа требует завершения. Понедельник день странный. Стрелец. В эти сутки лучше исключить длительное пребывание в шумных многолюдных местах, напряженную физическую работу, различного рода соревнования, а также бурные выяснения отношений. Спокойный день сегодня должен быть. Подытожим на этом. Козерог, объемную задачу в этот день лучше разбить на несколько этапов, делая между ними перерывы. Даже самым деловитым и неромантичным козерогам поможет негромкая фоновая музыка, создающая нужный эмоциональный настрой.
Вот в преддверии 14 февраля, конечно, все больше и больше мы задумываемся о делах. Да, тянет к романтике. Да. Водолеи, сведите глобальные задачи к минимуму и по возможности живите одной минутой. Не раздумывая, удовлетворяйте свои странные гастрономические предпочтения. Скорее всего, они не нанесут урона вашему желудку или вашему кошельку. День обжорства, я бы так сказал. Ну, раз в неделю можно. У рыб этот день подходит для одного из самых любимых занятий – воспоминаний с различными эмоциональными оттенками, а также для визуализации своего собственного будущего. То есть можно помечтать. Помечтать. Ну, потом самое главное – выполнять свои мечты, идти к ним. Наша программа подходит к концу. Остается напомнить прогноз погоды. Даниил Кинжаев. Снова выходим с ним на связь. Даниил, напомни нам, пожалуйста, как там у нас дела на улице, погодой, да. Что там Здравствуйте, доброе утро еще раз. Я продолжаю рассказывать о народных приметах. Итак, в этот день, 12 февраля, можно было и не запрещалось есть мясо. И именно поэтому хозяйки готовили блюда из диких животных, из мяса и ставили их на стол. Еще, самое главное, в этот день нельзя было охотиться на животных. Потому что, повторюсь, в этот день у них проходили так называемые животные свадьбы. А мне лишь остается вам напомнить о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха составит минус 11, минус 13 градусов. Будет переменная облачность, светит солнышко, которое будет радовать вас сегодня неоднократно. У меня на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Спасибо, Даниил. Да, еще хочется напомнить то, что помимо мяса, с сегодняшнего дня у хозяек на столе должны быть блины, потому что начинается масленичная неделя. Сегодня, такая что ли? вкусная. Да. Ничего себе. О, хорошо. Запомнили, зафиксировали. С меня блины, хочешь сказать, да? Завтра. Минус 11. Сегодня с утра было очень морозно. Да, так что одевайтесь потеплее. Одевайтесь потеплее в любом случае. Ну и кроме этого, каждый будний день в 8:10 мы вас радуем полезной информацией в программе «Здравствуйте». И вот что вы увидите завтра. Всемирный день радио, как его отмечают в Казани. Без рецепта. Несложная гимнастика против усталости глаз. Приятного аппетита! Готовим ризотто с морепродуктами. Итак, это и многое другое завтра в 8:10 на телеканале ТНВ. Программа «Здравствуйте». И если вас заинтересовали повторы нашей программы, интересный сюжет, интересное интервью, добро пожаловать на наш сайт tnv.ru. И, конечно же, группа ВКонтакте. Она так и называется «Утренняя программа «Здравствуйте». Оставляйте свои вопросы, идеи, мы будем рады на них ответить. Да, каждое утро в нашей программе все самое интересное, полезное и только для вас. Мы вам желаем хорошего дня, не морозного. Легкого понедельника. Конечно. И доброй недели. Каждое утро в 8:10 с вами Светлана Знарева, Влад Портнов. Удачи вам сегодня. Хорошего дня. Пока-пока.